многие дети неоднократно были в Крыму и находились в крымско-татарских семьях. Я, как глава правительства Чеченской Республики Ичкерия, я заверяю вас, если есть участие чеченцев в военных преступлениях в Украине, эти люди будут призваны к ответу. Победа украинского народа и Украины, это означает деоккупация чеченского народа, чеченской территории и восстановление нашей государственности. Знаете, мне очень приятно сейчас признаться в том, что несмотря на трагический период, который переживает Украина, то есть идет полномасштабная война, агрессия со стороны российского государства, и Украина нас встретила как будто здесь очень по-войнахски, по-чеченски. У нас есть традиции у чеченцев. Если у вас даже есть горе, когда к вам приходит гость, вы должны скрыть ваше горе. И вы должны сделать так, чтобы он не почувствовал, что вы переживаете какую-то трагедию. И вот точно так же вся Украина, начиная с первых моментов, когда мы взлетели над Украиной, и вы представляете, это непередаваемое ощущение, когда мы летели, люди работают на полях, они нам машут руками и приветствуют нас. И это настолько тронуло не только меня, но всех членов нашей делегации. Украина нас встретила хлебом и солью. То, чего не может сказать Путин. Потому что мы приехали сюда с миром, а Путин хотел сюда пройти войной. И он получил то, что он заслуживал. И я думаю, мы, как люди мирные, которые приехали с миром в эту страну, мы тоже приняли то, что полагается от украинцев. Да, с 2014 года чеченцы находятся вместе с украинскими военными и отражают российскую агрессию. Подвигла их на это элементарная человечность и понимание ситуации, которая сложилась в Украине. Потому что чеченцы, то, что сегодня испытывает украинский народ, мы это еще 30 лет назад. К большому сожалению, мы тогда остались один на один с этим злом, с этим монстром. Никто не захотел нам ни помочь, ни поддержать нас. И когда Россия объявила войну против Украины, чеченцы первыми откликнулись на помощь украинцам, пришли. И это еще в первую русско-чеченскую войну украинцы тоже приезжали к нам. И, естественно, чеченцы понимали, с кем сейчас имеет дело Украина, и они еще с этого времени находились здесь и продолжают воевать вместе с украинцами против российских агрессоров. У меня с ними практически со всеми есть связь, контакт. Сегодня, вчера по очереди даже люди с далеких мест приезжают сюда, узнав, что я нахожусь здесь. Мы заблаговременно сообщили им. Но есть те, которые остаются на позициях. Мы с ними разговаривали по телефону, но, к сожалению, они не смогли приехать. Но я думаю, что у них такая еще возможность будет. Я очень надолго или очень часто буду в Украине. Кадырову ничего не удалось. И не удалось бы сотням Кадыровым что-либо сделать в Чечне с чеченским народом, сломать сопротивление. Нас и наше сопротивление сломала даже не только Россия. Весь мир, он не только не помогал и не поддержал чеченцев, весь мир поддерживал Россию в нашей войне. Весь мир выступил на стороне Путина и России. И они вместе сделали так, что Путину удалось задавить сопротивление, но не сломить и не покорить, я вас уверяю. Просто для примера я вам скажу, и вот эти кадыровцы, которые сегодня здесь появились, это же вопрос, в этом я знаю, почему так получилось, что Кадыров. Они появились здесь, потому что весь мир, включая и Украину, внушили чеченцам, которые находились под оккупацией, что нужно смириться, покориться, и что Россия права, и что чеченцы, Джохар Дудаев и его соратники, которые оказывали сопротивление, они были неправы. И вот им удалось воспитать вот это поколение именно на этой волне. В Европе, в европейской части даже, продолжали выдавать чеченцев только за одно, за участие их в сопротивлении российской агрессии.
И вы представляете, какая это была почва для российской пропаганды, когда они начали убеждать тех чеченцев, которые под оккупацией, не только Россия, но весь мир солидарен с нами, что эта часть населения, которая оказывала сопротивление, это бандиты и террористы. Поэтому нас сломило ни Кадыров, ни младшие, ни старшие. Нас сломила несправедливость, величайшая несправедливость по отношению к чеченскому народу. Вы правильно сказали, что тогда весь мир, да, был за Путина. Сейчас мы наблюдаем в российско-украинской войне, что весь мир против Путина. Тогда был за Путина. Что поменялось? Знаете, что поменялось? Я не думаю даже, что этот весь мир вдруг возлюбил весь украинский народ и решил помочь украинцам. Весь мир понял, что если Путина не остановить сегодня здесь, в Украине, что завтра этот русский мир, который возродился в Чечне и дошел до Киева, он может вернуться в каждую европейскую семью. Но есть еще те, которые до конца это не осознали и саботируют те процессы, которые идут в пользу Украины для поражения России. Но и мне хочется открыто им сказать, чтобы они этого не делали, иначе они пожалеют. Ну, в любом случае, сейчас, конечно, Украина просто обречена на победу, и поэтому, как бы эти Шрёдеры и подобные Шрёдеру, Берлускони не саботировали весь мир в поддержке Украины, Украина обречена на победу. Сегодня каждый должен занять место и быть причастен к этой победе. И наша задача чеченцев, которые сегодня здесь воюют, тех, которые сегодня прибудут сюда и будут включаться в эту войну, и наша задача, задача правительства, которым я руковожу, чтобы быть сопричастными и чтобы мы по заслугам призвали к ответу военных преступников, которые совершили преступления против наших народов. И это такая возможность у нас есть. Это высшая форма цинизма, которую проявила Россия, направляя сюда впереди российских войск детей, которые выросли под бомбами, под российскими бомбами. Дети и эти солдаты, которые здесь вы видели, мы видели. В каждой семье этих людей есть жертвы российской агрессии. Но несмотря на это, они вынудили их, часть, небольшая часть, она обслуживает Путина и Кадырова. Это вот часть этой системы. А остальную часть они просто заставили, вынудили приехать сюда. Я это знаю совершенно точно. Для примера я вам приведу просто те примеры, которые я лично знаю. Человек, которого он служил в моей бригаде, он был убит русскими во время Второй войны. Я был ранен, я был вывезен, а его отец был убит. И два сына человека, которого убили отца русского, они оказались здесь. Для меня это был просто шок. Когда я начал выяснять, оказывается, у них один брат сидел в тюрьме, и их вынудили, заставив сказать, что если вы сейчас не пойдете добровольцами туда, мы убьем вашего брата. И таких случаев сотни и сотни. Поэтому нельзя однозначно рассматривать участие чеченцев в этой кадыровских подразделениях как наемников или как людей доброй воли или добровольно включившиеся в этом. Это тоже часть той трагедии, которую переживает сегодня чеченский народ. Вы можете себе представить, люди, которые пережили общую трагедию, сегодня они могут столкнуться на земле Украины друг против друга. И Путин именно поэтому их сюда и забросил, потому что он знал, что с чеченской стороны будет колоссальная поддержка в этой войне. Потому что он знал, потому что с 2014 года чеченцы уже находились в рядах украинской власти. Поэтому я могу сказать тем, кто вынужденно оказывается здесь, чтобы они переходили на сторону украинцев. И мы со своей стороны вместе с украинцами и с руководством Украины сделаем все, чтобы эти люди не пострадали, чтобы их родственники не пострадали. Мы будем способствовать тому, их переправить в третью страну. Мы будем делать все, чтобы спасти их родственников, которые дома находятся. Вот этот призыв у меня есть, потому что я знаю, очень многих сюда насильно отправляют. Я просто для сравнения вам скажу, этот пример приводится неоднократно и приводился.
потери среди чеченского населения, без вести пропавших, отправленных в концлагерь, убитых, число вот этих жертв правления путинского режима в Чечне больше даже, чем в период активных боевых действий. Вы представляете, что там творится сегодня? Просто люди настолько загнаны и запуганы, и потому что они каждый день заняты тем, что они находятся в поисках своих родственников. Чечня — это сегодня просто концентрационный лагерь, где действует просто никакое право, ни шариатское, ни чеченское, ни международное, даже это пресловутое российское законодательство. Там Путин поставил так, что судьба всего народа сегодня решается волей одного человека, преступника и бандита. Этого морального урода, которого весь мир знает как Кадыров. Я хочу, чтобы вы правильно понимали, я понимаю, в политике я не первый день. И, конечно, относиться и отзываться о каких-то политических своих оппонентов такими выражениями, это не совсем корректно, не этично, не культурно. Но в данном случае вот эти субъекты, которые сегодня на услужении Путина, они не являются моими политическими оппонентами. Это моральные уроды, это палачи собственного народа, которые будут призваны к ответственности за все, что они сделали. И Путин будет, и они будут. Я в этом уже не сомневаюсь. Мы освободим нашу страну. Победа украинского народа и Украины, это означает деоккупация чеченского народа, чеченской территории и восстановление нашей государственности. Судьба чеченского государства сегодня так же, как и судьба всей Европы, решается здесь. И поэтому мы сегодня здесь. И поэтому мы приложим все усилия, чтобы Украина победила. Мы только сейчас, у нас вчера, скажем так, удалось немного так встретиться и обсудить все эти вопросы. Мустафу Джамилева я знаю очень давно, мы с ним старые друзья. Рифат и другие представители крымско-татарского меджлиса, это просто потрясающие люди, это настолько подготовленные и грамотные люди, которые понимают не только проблемы между Россией и Украиной, которые мыслят очень масштабно и глобально, и эти люди понимают, что только во взаимодействии мы можем победить этого монстра. И сегодня наши отношения, они, скажем так, самым наилучшим образом развиваются, потому что мы оказались в одинаковом положении. Сегодня Крым, часть Украины, но крымско-татарская земля находится под российской оккупацией. Точно так же, как чеченская земля под российской оккупацией. И мы должны сделать все, чтобы освободить и украинский Крым, и чеченскую Ичкерию. Так же, как он и был захвачен, он будет освобожден. Оккупанты оттуда уйдут. Война в Украине закончится только капитуляцией России. А капитулянты не диктуют условия во время переговоров. Поэтому у меня нет сомнения, что точно так же без единого выстрела будет деоккупирован Крым. Дело в том, что это происходило уже, когда была наша территория оккупирована. Это было не в момент, а уже когда территория была оккупирована, находилась под юрисдикцией оккупантов, и чеченские семьи, которые пострадали от этого, их начали направлять в Крым по просьбе, по приглашению крымских татар. Для них чеченцы под оккупацией, независимые, они для них оставались родственным народом. И они несли свою лепту, пытаясь помочь чеченским детям реабилитироваться. И многие дети неоднократно были в Крыму и находились в крымско-татарских семьях. Многих хотели, мы, кстати, сегодня это обсуждали, многих хотели усыновлять, но у нас немного наши обычаи, если есть даже дальние родственники, если нет прямых родителей, у нас не отдают детей. И поэтому они вернулись. Но есть те, которые сегодня даже продолжают называть крымских татар папами, мамами. Они приезжают сюда. И вы знаете один случай, лучше, чем я, наверное, в семье Мустафы Джамилева было 2 мальчиков, которых, кстати, он недавно женил в Стамбуле. И вот таких историй много.
Мы народы, которые страдали от советской системы. Мы народы, которые страдали еще с глубоких времен от Российской империи. У нас трагическая судьба наших народов. И нас на самом деле больше всего связывает наша трагическая общность, которую мы пережили, и татары, и чеченцы. И поэтому нам сегодня понять друг друга просто полслова. Мы, когда начинаем разговаривать между собой, у нас все общее. Вот мы сидим, разговариваем, и мы понимаем, что один к одному история наша повторяла. Вернее, методы, примененные против нас и против крымских татар, они были одни и те же. И этими же методами они разрушали саму структуру нации и общности. И они закладывали очень надолго играющие такие мины замедленного действия, которые в последующем будут мешать развитию культуры, языка этих народов. Мы оба, и крымские татары, и мы пережили и переживаем это. Я, знаете, наверное, я считаю себя очень счастливым человеком, на самом деле. Несмотря на то, что я 35 лет своей жизни посвятил борьбе за свободу, за независимость. И у меня, в принципе, не было нормальной жизни. Но если вы мне зададите вопрос, я жалею об этом, хотя я сегодня нахожусь в изгнании, сегодня нахожусь, моя территория оккупирована, мой народ находится под этой жесточайшей оккупацией, я не жалею, нисколечко. Я счастлив, что я познал таких великих людей, как Джохар Дудаев, Аслан Масхадов и тысячи чеченцев, которые отдали свои жизни. А Джохар Дудаев это оказался не просто гениальным военным, потрясающим человеком, эрудитом, но он оказался еще и своего рода пророком. Те слова, которые он произнес в 1995 году, ни один человек ему тогда не поверил, когда он сказал, что Украина еще схлестнется на непримиримых с Россией. Это был 1995 год, я сидел рядом с ним, когда он произносил эти слова. Я думал, наверное, он знает что-то, то, чего я не знаю, хотя я до конца ему тогда, можно сказать, и не поверил. Я думал, что это часть вот той работы, которую он тогда выполнял. Он был лидером воюющей страны, и нужно было открыть глаза всему миру, что с нами происходит и с кем мы имеем дело. Я думал, это из этой части его высказывания. Но в последующем, когда мы с ним уже общались, и я начал задавать вопросы, я понял. И я с этого времени практически знал, что все это будет. Потому что он мне открыл глаза на очень многие вещи, особенно связанные с Крымом, когда в пику чеченской независимости они сначала, русские сделали так, назвали это автономной республикой и подготовили документацию с тем, чтобы совершить то, что они совершили в 2014 году. Но тогда они это не сделали, потому что они воевали с нами. Мы были препятствием для России оккупации грузинских территорий, молдавской территории, украинской территории. Но как только Путин убедился или уверовал в свою победу в Чечне в 2007 году, вынудив обманным путем чеченских сопротивленцев провозгласить так называемые Кавказские Эмираты, тем самым попытавшись ликвидировать правовую основу нашего государства. Он уверовал в победу над чеченцами, и в 2008 году он совершил агрессию против Грузии. И так пошло дальше. Ну, Всевышний на нашей стороне, нам удалось сохранить именно правовую основу. Я знаю очень много вопросов относительно чеченцев, что у нас нет единого лидера, что у нас нет легитимных структур власти. Я вас уверяю, я не претендую на роль лидера чеченской нации, но я как глава, руководитель высшего органа государственной власти, Государственный комитет деоккупации, у нас выборы были 25 лет назад. После этого времени у нас не было выбора. И, конечно, у нас нету в таком общем понимании национального лидера. Но задача моя и моих соратников, которые со мной сегодня находятся и здесь, и работают, наша задача вернуть право чеченскому народу избрать своего национального лидера. И мы это сделаем, иншаллах. Вот, чтобы не путали чеченцев, то есть говорят, что воюют и чеченцы тоже против Украины, да, это имеется в виду кадыровцы. Вот, разница кадыровцев и чеченцев. Я думаю, это без моих объяснений. И военный, и украинский народ, они сами уже очень четко различают, где кадыровцы и где чеченцы. Да, на первом этапе, первые несколько дней, это, конечно, очень серьезно была травма нанесена нашим отношениям, потому что кадыровцев начали воспринимать как чеченцев. Ну,
с нашей помощью и по мудрости руководства Украины это было быстро снято. И вся пресса, и политики, и действующие политики, и члены правительства, они очень четко начали различать и сказали, что есть кадыровцы, это та пехота путинцев и тикток-воины, и есть чеченцы, которые с оружием в руках вместе с украинцами защищают Украину. Поэтому такое различие уже есть, и это делается на всех уровнях, не только в прессе, но и на самом высоком уровне. А вот чеченцы, у вас есть большой опыт военный, да, и политический. К сожалению. Как вы можете сравнить вот, кадыровцев? Потому что если посмотреть по видео рядом, они такие, знаете, брутальные, да. Ну тут поставил и точка. А на практике как они? Вот что вы можете сказать? И что ваши коллеги чеченцы военные говорят о их военной силе? Это фактура, да, вот то, что мы видим. Здоровые руки. Это тип чеченцев. Для того, чтобы проявлять ту доблесть, воинскую доблесть, которую проявляли чеченцы в период Первой войны, отражая российскую агрессию, чем они удивили весь мир. У тех чеченцев была очень сильная, мощная мотивация. Они защищали свое отечество, они защищали свои семьи, свои дома. И они были готовы отдать свои жизни во имя этого. А тех, которых сюда направили в качестве тиктоковских воинов, у них нет вообще никакой мотивации. И конечно, никакого желания погибать и умирать у них нет. И поэтому они очень четко и явно проявляют это. И это украинские воины, они, по-моему, очень хорошо в этом разобрались. И поэтому бояться их уже никто не боится, над ними уже насмехаются. И к нашему сожалению, к большому нашему стыду, этот факт имеет место. Но это не вина чеченцев, это наша беда. А наша беда заключается в той трагедии, которую мы пережили все эти 30 лет с молчаливого согласия всего международного сообщества. Я не берусь утверждать, что там были кадыровцы, которые глумились. Но что это российский путь, я был в Ирпени, я свидетельствую, это русские, это след этой российской армии, которая прошла через Чечню, Буча, Самашки, Алды, Ирпень. Это все одно и то же. И участники, и люди, совершившие преступления на территории Чечни, совершавшие здесь, это одни и те же фигуранты. Поэтому я сегодня встречаюсь с Алексеем Гончаренко, у нас была встреча, мы обсуждали вопрос по поводу международного трибунала. И нам необходимо совместно работать с этими материалами. Мы в 2018 году передали уголовный суд в Гааге, чеченское дело против России, и у нас учрежден национальный трибунал. Но теперь, возвращаясь опять к вашему вопросу, я, как глава правительства Чеченской Республики Ичкерия, я заверяю вас, если есть участие чеченцев в военных преступлениях в Украине, эти люди будут призваны к ответу. И мы сделаем все, чтобы они понесли одинаковое наказание с теми, кто совершал это преступление.